Я заведующая проектной учебной лаборатории антикоррупционной политики и по совместительству вице-президент Международного движения по борьбе с коррупцией Transparency International. Сегодня я имею честь, так сказать, помочь моим коллегам, моим молодым сотрудникам представить исследования, которые они вели на протяжении последнего года, и поделиться с вами теми идеями, которые возникли у большой группы исследователей нашей проектной учебной лаборатории, которые работали над ним. Тема миграции, тема ФМС, она регулярно всплывала в самых разных контекстах. И Гульназ Сабирова, которая, в общем-то, явилась большим мотором этого исследования, она взяла на себя эту тему и вместе с Алиной, вместе с Глебом и другими коллегами начала разработку этой темы. Просто для того, чтобы нам его разрешили, в результате все равно не разрешили, но мы его все равно сделали. Конечно, так получилось, что мы представить себе не могли, что значительное количество слов, которые будут сказаны в связи с передачей функций в Федеральной миграционной службе в МВД, совпадут с выводами нашего доклада. Независимо от того, в каком органе будет сосредоточена функция контроля и за предоставлением услуг, сами предоставление услуг, от этого, в общем, те наблюдения, которые были сделаны в ходе анализа, те наблюдения, которые были сделаны в ходе полевого исследования, они, в общем, остаются абсолютно теми же. Но полевое исследование, кроме антикоррупционной тематики, высветило тематику, с которой мы просто как граждане Российской Федерации не готовы мириться. Это унижение человеческого достоинства. У нас есть и гражданская позиция. И после того, что мы увидели, после того, что мы проанализировали, добавляется еще чисто точка зрения гражданина, нормального человека, который не может допустить, что на территории его страны унижалось систематически гражданское достоинство, человеческое достоинство любых других граждан, любых других стран. Этого не должно быть в развитой современной стране. Деятельности Федеральной миграционной службы. И, безусловно, лицом этого агентства является его сайт, и мы довольно-таки дотошно, признаемся, просмотрели все документы, которые они выкладывают именно в области противодействия коррупции и о том, как они отчитываются по данной статье. На деклараторе .org мы посмотрели, что сейчас в 2014 8 миллионов, а в 2013 это было 53. А куда все делось? Но здесь нам, опять же, замечательный декларатор позволяет сделать следующее. Нажать расшифровку и посмотреть более внимательно. Так вот, большинство доходов в 2013 году, 53 миллиона, откуда они вышли, это доходы супруги, 47 миллионов рублей. Но тогда мы задались вопросом, что произошло. Они куда-то делись, и осталось 372 тысячи рублей в 2014 году. Здесь, к сожалению, мы не выложили информации еще более тоже интересной по имуществу, там, землям и так далее. Там тоже, они даже успели продать квартиру из 2013 на 2014 год, но доходов не прибавилось. То есть там такая немножко темная история, но нам никто не объяснил, что произошло с этими 6 ноликами, но нам очень интересно. Да, нет, сначала мы написали непосредственно в пресс-центр миграционного центра. Нам сказали, что вы к нам напрямую обращаться не можете, вы должны это сделать через Департамент экономической политики правительства Москвы и направить туда официальную просьбу. Мы направили официальную просьбу, нам пришел официальный ответ. Официальный ответ говорил, то есть достаточно умными словами, если переводить, то нет, вы не можете приехать. Решили, что раз мы собрались, то надо поехать. Если нас выгонят, нас выгонят. Хорошо. Достаточно большой, как мы уже сказали, очередей там не было, просто быстро передвигались. Но к нам подошли сотрудники центра и сказали, что гражданам Российской Федерации запрещено находиться на территории этого центра, что было само по себе очень странно. Для того, чтобы создать, чтобы помочь трудоиммигрантам, должна как скорая помощь у нас, горячие линии, 03. Соответственно, для пожарников 0,4, для МВД 112, там 2. Подобия нет в российском нашем государстве.
Вообще-то Россия никогда не была страна, где там находились много мигрантов. Благодаря распаду советского государства все это появилось. Есть очень много, если говорить с точки зрения политики, было очень много договоренностей между центром России, Москва и странам доноров. Считали, что необходимо для нашей организации надо газет. И в крупном масштабе. И сайт необходимо, чтобы знали за рубежом, знали внутри страны. То, что сегодня было сказано, не очень, сказать, я благодарен. Но еще действовал господин Рамадановский, и эти вещи сегодня прозвучены было благодаря вас, когда доходы очень хорошие. Господин Рамадановский мне об этом неоднократно говорил. Поэтому я не член общественного совета Федерации мигрантов в Москве, и то, что в российском нашем, там абсолютно вызывает совет, вы знаете, каких людей. И начинает, соответственно, провести свои внутренние, называемые, идеологии. Сами задавайте вопрос, почему этот центр создавались? А кто их хозяева вообще? Вы ничего не сказали про Ленина Люблино, там хозяева вообще депутат муниципальной армянской национальности, выход с Армениана. И более 10 тысяч граждан на территории Люблино не может выходить из Таджикистана, Узбекистана, делать в другом месте регистрации. И действует на сегодняшний день. Потому что кормушка одна члены семьи, которые создали там в Сахарове, и другая кормушка, соответственно, тоже является сыном одного высокопоставленного чиновника Красногорский, соответственно, и другие хотят кушать. А за счет кого? За счет трудового мигранта. Пути выхода нету, потому что все можно на этого мигранта повесить, при этом странах доноров президенты будут молчать. А что будем тогда мы делать с преступностью, с мигрантами? 60% сидящих в тюрьмах не совершили преступления. Кто будет расследовать? А каким образом? А как по отношению к ним относятся эти же мигранты, которые уже находятся в заключении, те люди, которые, соответственно, им являются хозяевами? Но это люди вынуждены приехать. И наша вина, что общественные организации, которые сегодня есть из национальных диаспор, мало обращают ни в каком плане. Потому что мы хотим как? Быть правозащитником, одновременно стать любимчиком собственного там, допустим, страна-донора президента и российского государства. Так нельзя делать. Достаточно то, что мы предоставили сегодня как гражданский институт на уровень Кремля и господину Рахмонову. Ну, соответственно, Каримову как страну доноров. То, что вы ехали в центр Сахарова, не могли говорить на их языке, там достаточно знать фарси и турецкий язык. Представляете, более миллиардов рублей не оплачено вокруг Москвы гражданам Таджикистана денег. Это факт. Это факт. И об этом прокуратура возбуждает уголовное дело. Что надо изменить? Вот посмотрите, вчера была тоже хорошая программа, до этого были там куча, значит, экспертов. Выход с положения есть. Как создавалось советское государство? Малых народов, они погибли. Смотрите, сколько не хотело сирийское государство, без помощи России ничего не получилось. Поэтому я всегда за то, чтобы ваша работа была оценена, уже оценили, потому что вы уже победили, в чем дело, понимаете, в чем дело? Вы победили. Ну, вы сказали впервые сегодня такие вещи, которые, может быть, раньше мы говорили, но не в таком большом кругу совет могли передавать и дальше. А я вообще против тех организаций общественных, которые называются из числа мама, папа, теща, я. Это не организация, это пародия 21 века. И говорит общем о числе народа, когда нет ни газеты, ни информационного поля, нет ни сайтов, лучше всего молчать и заниматься научной работой. Спасибо вам за внимание. Большое, и если дадите нам свое... Хотел поблагодарить ваших учениц Алену и Нас, Глеба, Да, я думаю, что вы должны их преимировать, раз такую сложную тему дали молодым людям, и очень опасную. Тема очень глубокая, эта тема одна из самых коренных проблем, стоящих перед Россией. И если вы хотите, чтобы ваши студенты не имели разочарования в этой жизни, поменьше, пожалуйста, таких курсовых или, может быть, дипломных тем. Либо эти темы, либо будущее России. Да, и этим вопросом должны заниматься люди, прожившие жизнь, которые с крепкой физикой и всем остальным. А на самом деле тема очень взрывоопасная. Руководитель одной общественной организации, крупнейшей в России, Ромат, может рассказать, что уже эта тема выливается совсем более страшные вещи. другие темы. То есть накапливается недовольство ситуацией в России. А надо считать, что каждый из нас, приехавший из окраин или, скажем, бывших советских республик, до сих пор в глубине души считает Москву столицей своей большой родины. И вот это вот недовольство тем, что сейчас происходит, что их снимают, их раздевают в день по 40 раз, как вы сказали, уважаемая
это выливается в то, что они ищут выхода из положения. И вот его бывший сотрудник несколько раз был порезан из-за того, что у нас в среде трудовых мигрантов в таджикском сегменте возрастает роль влияния Даиш. Хочу сказать, что и в этой теме российская власть в лице чиновников спит, молчит и зарабатывает деньги. Поэтому большое спасибо вашим девочкам, потому что национальная безопасность России сейчас она стала на первую строчку перед всеми остальными проблемами. Поверьте мне. Если мы не будем думать о безопасности в России, завтра мы не будем спокойно из метро ходить до вашего института, да и вообще трудно будет выходить на улицу. Не только нам, не русским, но и вам, русским тоже. Спасибо большое. Если позволите. Что мне не хватило в вашем докладе, да, с точки зрения, скажем так, научной глубины или, скажем так, реперных точек для сравнения? Вы замечательно взяли тему сложную и взяли определенный акцент в отношении патентов. Но поскольку вот определенное влияние на развитие законодательных, да, инициатив проходило в том числе при моем участии, начиная с 1996 года, то вот в этом аспекте мне лично не хватило. Если вы проводите сравнение да, с той системой, которая была по квотированию, просто мне на этом пришлось очень много провести разных инициатив, то на сегодняшний день, да, когда мы, собственно, и заявляли тему патентов, не только со стороны физиков, но со стороны как бы, да, участия юридических лиц, то как раз мы и предполагали, что должно определенное количество той самой, да, скажем так, овеществленной заинтересованности со стороны различных участников этого рынка должно уменьшиться, и должно уменьшиться количество вот таких вот нелегальных посылов со стороны, в том числе и внешнего рынка, да, который дает некачественные документы. И на этой основе возникает достаточно много критических сюжетов, когда люди, приехавшие из других стран, невольно оказываются заложниками незнания или недостаточной информированности. Я очень признательна всем вам за то, что вы пришли, потому что мы никогда не рассматриваем никакое из направлений нашей деятельности как что-то вот сделанное и забыли. Безусловно, мы отправим наши рекомендации с учетом того, что вы скажете, с учетом того, что с ваших замечаний, мы отправим туда, куда надо.